прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сильный хлопок и клубы дыма. Вон он прям, ой, у него все горит там. Пожар на проспекте Победы 34. О событиях с места происшествия. Зарина Ахметова. Нелегкая доля. Хотелось бы, чтобы он полностью был уже достроен. И все-таки дети по сваям и постройкам не бегают. По какому принципу в Татарстане достраивают долевые дома и когда ждать заселений, узнавал Рамиль Шайдолин. Почему регоператоры недополучили прибыли? Начисления производились по каким-то виртуальным цифрам. Проблемы мусорной реформы обсуждали сегодня в комитете по тарифам. Об этом Анна Городнова. Противодействие коррупции в сфере здравоохранения. Проблемы в получении лекарственных средств по льготам. С какими вопросами сегодня обратились татарстанцы по горячей линии, расскажет Слават Мухаммадулян. Рухнуло перекрытие и выбило стекла. Сегодня в Казани в многоэтажке на проспекте Победы произошел взрыв. Специалисты сейчас выясняют, что же стало причиной. Предварительная версия – хлопок бытового газа. Возбуждено уголовное дело, идут обыски в управляющей компании. Подробности с места события у Зарины Ахметовой. Вон он прям, ой, у него все горит там. Сильный хлопок, пожар и клубы дыма. Так ситуацию описывают очевидцы. Происшествие на проспекте Победы 34 случилось в самый разгар дня на 8-м этаже дома. Сообщение о происшествии поступило в 12 часов 11 минут. В сообщении сообщалось о взрыве на 8-м этаже 9-этажного здания. В 12:46 последствия пожара были полностью ликвидированы. Позже стало известно, что причиной хлопка стал бытовой газ. В соседней квартире даже выбило стену. В момент случившегося хозяйки дома не было. По словам женщины, пожар уничтожил часть ее вещей. Очень жалко, техника вся погибла. Архив весь сгорел, книги пострадали. А вот жителю квартиры, где и произошел взрыв, пришлось спасаться буквально бегством. В этот момент он был дома на балконе. Хлопок был такой силы, что выбило все окна на лоджии. Спасаясь от огня, пострадавший перелез на этаж ниже и чудом остался жив. Оттуда его спасли уже сотрудники МЧС. Сейчас мужчина находится в РКБ с ожогами. А в произошедшем разбирается Следственный комитет. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент на месте работает следственная группа. Проводятся обыски в управляющей компании ЖКХ Приволжского района. Расследование уголовного дела продолжается. Мы попытались на месте взять интервью у руководителя управляющей компании «Рансервис». Однако комментировать ситуацию он отказался. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Самих жителей подъезда номер 1 внутрь не пускают. По предварительным данным, их разместят в местах временного пребывания, а кому-то придется остановиться у своих родственников. Зарина Ахметова, Даниил Филатов, Азат Самигуллин, Нафиса Минязова, Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Долгострой в работе. Один из проблемных домов компании «Фон» казанские власти обещают сдать уже к лету. Люди ждут этого еще с 2014 года. За это время сменился застройщик, и на рынке отказались от самого механизма долевого строительства. Но в Татарстане еще остаются такие же незавершенные дома. Только в Казани их 15. Больше 200 дольщиков ждут своего жилья в Челнах. Что с ними будет, узнавал Рамиль Шайдолин. Дом номер 1 в ЖК «Молодежный» – один из возводимых по программе долевки. Люди сами вкладывали деньги, Фон обещал дом, двор и ключи еще в 2014-м. Но сделать это так и не смогли. Вторая попытка в 2019-м. На объекте уже другой застройщик «Акташ». У него готовы 12 этажей. Будем сдавать со вторым слоем. То есть это значит уже все равно, в лучшем случае, конец мая. Уже большие видны сдвиги. Обещают нам сдачу в конце мая, июня, но мы с дольщиками настраиваемся примерно, чтобы уже не расстраиваться больше, это где-то примерно конец июля-августа. Что нас ждет? Жителей 5-го же дома волнует другое, когда его начнут возводить в принципе. Если вокруг дома постепенно, но поднимает, то их высотка все эти годы заморожена. Строящийся жилой комплекс – это 5 долевых домов. Первым был сдан 4-й, потом 3-й дом, идут работы на 1-м. А вот 5-й еще на уровне свай. Здесь нужны наибольшие финансовые вложения. Мы в первую очередь сдаем дома, которые имеют остаточную стоимость меньшую. Условно, стоят 2 дома. Для достройки 1 дома надо 5 рублей, для достройки 2-го дома 10 рублей. 5 рублей пока найти легко и решить часть проблемы дольщиков. Сколько построено было до вас?
7-й этаж, 8-й этаж. В Челнах проблемы дольщиков решают выделением земли. И долгострой Фона после этого достраивают другие компании. Как итог, если в 2015 году обманутых дольщиков в Челнах было больше 900, то сегодня чуть более 200. 70% как таковой проблемы она решена. Остался самый последний шаг. Последний шаг, он трудный самый. Один из долгостроев, дом номер 6510. Его сдачи ждут 129 человек. По плану это второй квартал 2020 года. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. 3 месяца по новым правилам. В комитете по тарифам сегодня подвели промежуточные итоги мусорной реформы. Собираемость платежей пока далека от идеалов. Рекоператоры попросили актуализировать базу данных жителей, а бюджетные организации скорректировать бюджет. Договоры на вывоз мусора пока заключили не все, из-за чего западный рекоператор, который обслуживает и Казань, недополучил миллионы рублей. Анна Городнова продолжит тему. Чисто разве, посмотрите какая, это только сейчас убрали. О раздельных контейнерах в этом дворе на Ибрагимова пока только мечтают. Одна корзина для пластика, все остальное в одну кучу. Хотя тарифы, говорят, изменились. Надо бы лучше, конечно, потому что знаете, сколько домов высотных, все сюда носят. Не объясняют, что именно вот в пластик, какой именно нужно это, в каком виде сдавать. С начала мусорной реформы прошло уже 3 месяца. Вывезено миллионы кубометров мусора. Если система вывоза из дворов уже как-то налажена, ведь людям самим не пришлось заключать договора, то вот с бюджетными организациями возникли проблемы. Садики, школы, юрфирмы не торопятся заключать договоры с рекоператорами, из-за чего и собираемость платежей низкая. Об этом говорили сегодня на заседании рабочего штаба в комитете по тарифам. Рекоператор по ЖКХ, который обслуживает западную зону, объяснил, организации формировали свой бюджет, исходя из прошлых лет, не учитывая, что тариф изменился. По Тетюшскому району, к примеру, рост платы составил 3%, а это в бюджет не заложено. В итоге рекоператор терпит убытки. Согласно тарифному делу у нас выручка должна была составлять порядка 250 миллионов рублей в месяц. Мы собрали порядка 90 рублей. 90 миллионов? Да. Здесь же не только наши расходы, здесь и транспортные организации, и полигоны, и все поставщики. На предложение скорректировать бюджеты районов в комитете по тарифам ответили не тянуть время и заключить договоры. Я, на ваш взгляд, быстрее заключал с бюджетными организациями по реальной стоимости, которая есть. Мы даже районы уже вместе приглашаем, там, рассматриваем, как вам помочь. Но где вы 3 раза хотите увеличить, это нереально. За бортом реформы оказались предприниматели. Елена Шарифуллина занимается транспортировкой мусора от предприятий на полигон. Но, по ее словам, после прихода рекоператора Гринта ей закрыли въезд на полигоны. Почему-то такая организация, как ООО «Багира», которая Нижнекамская, ей есть доступ на полигон Чистопольский, а мы почему-то должны искать доступ на полигон в другие города. По вопросу транспортирования твердых коммунальных отходов перевозчики определяются путем проведения конкурсных процедур, а по транспортированию промышленных отходов она вправе обратиться в полигон и заключать договор непосредственно с полигоном. Пока вопросов больше, чем ответов. Заседание рабочего штаба по обращению с отходами пройдет в следующем месяце. Пригласят представителей полигонов и антимонопольной службы. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Другие детали этой встречи читайте в интернет-газете «Реальное время». Качество тоже, а вот упаковка новая. В Казани после реконструкции в обновленном бренде открылась АЗС сети группы компании «Таиф». Станцию уже успели оценить клиенты. Подробности далее. В Казани после реконструкции в обновленном бренде открылась АЗС сети группы компании «Таиф». Станция на Аделе Кутуя. Она оборудована новыми современными колонками. Здесь одновременно могут заправляться 8 автомобилей. Меня привлекает программа лояльности и акции, которые проводятся на этой АЗС. Каждый 21 литр здесь бесплатно. 40 литров заправляешь, 2 литра бесплатно. Качество бензина нравится, да, и цены по карте. Лучшая заправочная станция в Татарстане. АЗС отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к качеству топлива и уровню сервиса. Здесь и магазины, и кафе, где всегда можно перекусить и приобрести необходимые товары. Клиенты уже оценили все удобства. Клиентам нравится новый дизайн АЗС, удобство планировки, широкий ассортимент товаров. Заправка стала очень уютной и комфортной.
Открытие после реконструкции АЗС Таиф-НК – долгожданное событие для автолюбителей. Она стала первой ласточкой, но уже совсем скоро все АЗС этой сети оденутся в единый бренд. Станция имеет удобную локацию по дороге из центра Казани в микрорайон Азино и находится недалеко от популярных в городе торговых комплексов. На этом объекте мы постарались учесть и реализовать все пожелания наших клиентов. Главной отличительной особенностью наших АЗС является реализация собственной продукции. Это качественные моторные топлива, произведенные на заводе Таиф-НК. Это вкусная выпечка и кондитерские изделия ресторанной сети нашей компании. И, конечно же, главное – это люди, наши специалисты и наши клиенты. Мы уверены в том, что оправдаем высокое доверие клиентов. Добро пожаловать! Сеть АЗС Таиф-НК, крупнейшая в Татарстане, объединяет 220 АЗС в республике и за ее пределами. Они функционируют под брендами Таиф-НК, Татнефтепродукты и Автодорстрой, на которых реализуется топливо одинаково высокого качества. В течение ближайших 3 лет все они переоденутся в единый фирменный стиль. Альбина Аслагараева, Рина Сафин, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. К другим темам. Сегодня мы получили комментарий от депутата Старомихайловского сельского поселения Альметьевского района Наиля Резванова. Напомним, в понедельник мы рассказывали о видео с его сторис в Инстаграм, которое появилось на одном из телеграм-каналов. В записи он использует нецензурную лексику, когда сравнивает наших бабушек с пенсионерами в Таиланде. Они занимаются цигун, а вы телевизорами. Танцуйте, выходите. Насколько убедительны его комментарии, судить вам, телезрители? То, что я использую, соответственно, видео с, скажем, с таким словком грубым, да, я его использую для своих каких-то мероприятий, тренингов, которые я провожу с закрытой формы, которые никому не известны. И там, соответственно, я побуждаю большинство людей делать быстрее что-либо. Заплатил за бесплатный анализ, не дождался очереди к врачу и долго шел прием. Сегодня в Общественной палате республики прошла горячая линия по вопросам противодействия коррупции в здравоохранении. Вопросы в основном о плохом качестве медуслуг. Так что же беспокоит татарстанцев в больницах и поликлиниках, расскажет Салават Мухаммадуллин. В понедельник назначил анализ и сказал, что платный. Оказалось, что он должен быть бесплатным. Такую историю по телефону сегодня рассказал Марат Залилеев. После обращения к руководству больницы, это санчасть КФУ, деньги ему вернули. Деньги без проблем вернули. То есть, можно сказать, из кармана вытащили. Как они потом бухгалтерию, документацию оформят, тоже как бы их проблема. Но по факту я все получил. Факт ошибки есть, а значит, есть и виновный. Обращение зарегистрировано. Будут разбираться. Здравствуйте, мы вас слушаем. Второй звонок. На проводе Рафаэль Шакиров из Казани. Мужчина не может получить лекарства по льготам. В поликлинике выписывают, а вот в аптеке они то есть, то нет. Хорошо, у вас есть телефон Ваш телефон, сейчас мы хотим выяснить вообще ситуацию с этим лекарством. Тема горячей линии противодействия коррупции в здравоохранении. Принимают звонки в Общественной палате совместно представители Минздрава и эксперты. Наши граждане активно звонят. Конечно, большинство вопросов не касается напрямую коррупции. Если взять вопросы, касающиеся обеспечения лекарств, значит, отношение врачей к нашим пациентам. Для решения некоторых специалисты сразу связывались с главными врачами. Именно для оперативного решения обращений и решили делать горячие линии по конкретным темам. Те обращения, которые поступают нам на горячую линию, каждое обращение фиксируется. По каждому обращению будет проведена работа. В случае необходимости доведена информация до правоохранительных органов. Уже в следующем месяце в Общественной палате пройдет горячая линия на тему противодействия коррупции в сфере образования. В мае повесткой станет ЖКХ, но в то же время сюда можно обращаться каждый день либо через сайт, либо по телефону, который вы видите сейчас на экране, или при личном приеме. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Его дом – подъезд. Казанец уже 4 года живет в коридоре многоэтажки и пытается через суд заселиться в квартиру, где когда-то он жил вместе с матерью. На улице он оказался, так как не оформил право на жилье. Теперь из подъезда его выселяет уже управляющая компания. Ситуация разбиралась Анна Городнова. Хожу, вот так приходится лезть, разбиваю вот так вот. Там на полу приходится ночевать, так и ночую. Закуток в коридоре подъезда уже 4 года как ночлежка. Здесь Рустем Мухамматуллин спит, готовит еду. Чай, суп, пожалуйста, там варю, это проблем нет, ничего, не голодный, ничего. Умывается на улице и в торговых центрах. Бомжем поневоле, говорит, стал из-за родного брата. Он в доме жил, человек ненормальный, неадекватный, с головой беда, 7 судимостей имеет. Он взял втихаря, сделал, оформил купли-продажи. Теперь после этой купли-продажи все.
Как мама не стала, он взял меня тут высел. Родной дом прямо по соседству. Как говорит Рустем, брат после смерти матери сдал квартиру гостям из ближнего зарубежья. 3 человека живет. Ага. Ну, бывает, и побольше собирается. Да? В однокомнатной Рустем прописан не был. Признать договор купли-продажи недействительным он пытался через суд, но проиграл. Соседи же на мужчину не жалуются и уже привыкли к его вещам в коридоре. Хороший он, себе никому не мешает, никакой плохой слова не скажет. Ну как вам такое соседство? Ничего не могу сказать по этому поводу. Против такого соседства управляющая компания «Дом на Чуйкова, 13», одноподъездный, коридорного типа. Мужчина самовольно установил двери и перекрыл противопожарный выход. В случае несчастного ЧП, пожара, то есть жильцы должны выходить через эту дверь. Соответственно, жилец, установив эту дверь, он нарушил все правила пожарных норм. Шанс вселиться в квартиру и оспорить сделку был, говорят юристы, если бы Рустем сделал экспертизу. Важнее всего в тот момент было доказать то обстоятельство, то, что его мама не понимала, что происходит. И это, в силу закона, происходит только одним способом. Нужно было назначить экспертизу. И врачи могли бы подтвердить, понимала, либо же не понимала. Но время уже прошло. Если мужчина добровольно не освободит коридор, управляющая компания вправе вызвать полицию. Рустем на переговоры не идет, даже несмотря на то, что жилищники предложили ему служебную квартиру, если он устроится к ним дворником. Мне на жизнь хватает, я сытый и все, я доволен этим. Я вообще доволен жизнью. Все, вот просто вот эта сволочь не дает спокойно жить, и все. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Через континент ради просвещения. Мы спрашиваем о каких-то интересных местных названиях. Участники автопробега «Тотальный диктант» сделали остановку в Казани. Сколько городов они посетят, расскажет Рамиль Галиулян. А WorldSkills школьникам. Мы продвигаем в школах возможности развития рабочих профессий. Специальный урок провел сам исполнительный директор WorldSkills Дэвид Хоуи. О новых знаниях Вероника Гайнутдинова. Через весь континент ради просвещения. В поддержку проекта «Тотальный диктант» автопробег по всей стране. В планах участников преодолеть 10 тысяч километров, посетить почти 30 городов и передать статус столицы грамотности Таллину. Сегодня колонна сделала остановку в Казани. Маршрут участников тотального путешествия изучил Рамиль Галиулин. Это старт нового тотального путешествия по стране. В роли штурманов специалисты по русскому языку и организаторы тотального диктанта. Экипаж на 3 машинах выехал 11 марта из Владивостока. Сегодня колонна добралась до Казани. Нужно выбрать правильные буквы. Ставить пропущенные буквы, просклонять числительные или расставить запятые. Маленькие тесты от участников автопробега для казанцев, как репетиция самого диктанта. Напоминаем правила русского языка, проводим научно-популярные лекции, то есть действительно повышаем грамотность. Это для нас еще один способ рассказать, что грамотным быть важно. А у них свой тест от русских дорог. Сколько за плечами осталось поселков и деревень, Николай Жуков сбился со счета. Он пилот автопробега. Татарские дороги хорошие. Да, нормальные дороги вот здесь. Туда дальше так бывает. Ну и там хорошо есть. Сегодня Казань, завтра Чебоксары, послезавтра Пенза. В составе делегации писатели, филологи, блогеры. Финишируют пробег в столице Эстонии Таллине. В пути длиной 10 тысяч километров они проведут почти месяц. Все, чтобы доказать, грамотность всегда в моде. Маршрут пробега не случайен. Тотальное путешествие 2019 в этом году объединит 2 столицы тотального диктанта. Прошлогоднюю – это Владивосток. И новую – Таллин. Всего же участники автопробега посетят 27 городов. Главная цель все та же – привлечь внимание к великому и могучему. В этом году 16-й по счету тотальный диктант пройдет 13 апреля. Рамиль Галиулин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. О движении WorldSkills школьникам. Необычный урок для учеников 177-й школы Казани провел лично исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи. Когда прошел самый малочисленный чемпионат и какие компетенции были, когда о роботах даже и не слышали. Вероника Гайнутдинова. Мировой чемпионат и его история, участники и новые компетенции. Лучше, чем Дэвид Хоуи, об этом не расскажет никто. Делится опытом и рассказывает. Быть рабочим сейчас модно.
Мы продвигаем в школах возможности развития рабочих профессий, рассказываем, что работа своими руками – это тоже престижно. Можно многого достигнуть и получить хорошее вознаграждение. Чемпионату рабочих профессий почти 70 лет. Сложно представить, но в первом соревновании в Мадриде было всего 12 конкурсантов от Испании и Португалии, а теперь больше 70 стран и 1500 участников. Говорил о своем опыте, как он организовывал мероприятия в разных странах. И, конечно, он очень часто упоминал то, что как раз-таки навыки, которые получены в результате окончания колледжа или техникумов, они намного полезнее, чем университетские. Он сказал, что мы сами строим свое будущее, и все будущее в наших руках. Даже это девиз WorldSkills. Россия к движению WorldSkills присоединилась только в 2012-м. Через год на мировом чемпионате наша сборная заняла лишь последнее 41 место. А уже на WorldSkills в 2017-м Россия – лидер общекомандного зачета. Возможно, эти школьники – будущие участники WorldSkills. А пока они свое мастерство улучшают на уроках технологии. Здесь и шить научишься, и торты делать, и на станках трудиться. Таланты показали и Дэвиду Хоуи. Проходили различные виды теста, бездрожжевое, песочное. Учились работать с мастикой, лепить. По металлу мы делали мини-совочки и пломбировали их. До WorldSkills в Казани 4 месяца. Ожидается рекордное количество участников – 1500 человек. Они будут соревноваться в 56 компетенциях. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Сегодня Международный день театра. С праздником татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. 2019 год объявлен годом театра. Наша республика – территория с богатой театральной историей. Сегодня у нас 15 государственных и 3 муниципальных театра. Помимо этого создаются и успешно развиваются частные театры. От всей души желаю успеха и процветания, сохранить дух поиска, радости творческих открытий и побед, отметил Рустам Минниханов. Первые артисты любительских постановок театра военного времени и самые ранние афиши балета «Шурале». История татарстанского театра в документах и фотоснимках сегодня представил Госархив Республики. Каким запомнился татарстанский театр ушедшего века в нашей специальной рубрике. Самое раннее – это фотография труппа Лафузовского театра. И эта фотография сделана еще в начале 20 века. Они театральная труппа фабрики купца Лафузова. Это первые артисты любительских постановок. На производстве было тяжело, но рабочие находили время еще и для театра. Некоторые из актеров принимали участие либо в военных действиях. Особой темой стал и театр военного времени. На этом снимке труппа колхозно-совхозного театра Мензелинска. Актеры ставили спектакли для раненых в госпиталях, юмористические сценки, фронтовой репертуар. Главное – сохранить в солдатах настрой на победу. Это анонс бенефиса. А на этом плакате афиши 20-х годов. Мензелинский театр издавал анонсы на арабском языке. Есть и более поздние. Анонс балета «Шурале» Фарида Ярулина. Однако он так и не успел увидеть премьеру своего авторского творения. В 1957-м балет отправился в гастрольный тур. Его представили в Москве на сцене театра имени Станиславского и Немировича Данченко. А это афиша 30-х годов. Театральная классика «Голубая шаль» Карима Синчурина. Представлен спектакль в 5 действиях, перечислены актеры. И даже есть интересная информация, что при групповых заявках положена скидка 25%. Большая часть фотографий из архива Фарида Хабибуллина. Он возглавлял татарский ТЮЗ в конце прошлого столетия. Именно при нем начали готовить к открытию татарскую театр-студию. Бывший директор театра и сам неоднократно выходил на сцену. Госархив хранит богатую историю татарстанского театра и готов рассказать ее любому желающему. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. В эти минуты в театре имени Галиаскара Камала проходит церемония вручения ежегодной премии «Тантана». Это главное театральное событие года в республике. Она присуждается за творческие достижения в области театрального искусства. Номинаций несколько. Кому они достанутся, возможно, уже знает моя коллега Альбина Салгараева. Сейчас она находится в театре Камала. Альбина, уже стали известны имена обладателей премии?
Добрый вечер, Даяна. Да, действительно, имена победителей сейчас волнуют всех. Это, наверное, главный вопрос. Но давай мы пока поддержим интригу и не будем раскрывать всех секретов. Об этом я расскажу позже. А пока я хочу сказать, что премия «Тантана» – это действительно, наверное, важнейшее культурное событие в жизни республики, в театральной жизни уж точно. Здесь имена, которые мы знаем, здесь события и проекты, которые мы видели и о которых мы слышали. Так, например, в номинации «События года» участвуют 4 проекта, 2 из которых, например, это нашумевшая опера «Сюмбике» и иммерсивный спектакль Анна Каренина. До начала мероприятия мы успели пообщаться с номинантами. Они, конечно, очень волнуются, переживают. И вот что говорит Фаннур Мухамедянов. Он уже второй раз номинируется на лучшую мужскую эпизодическую роль. Давайте послушаем его. За какую роль тебя номинировали? За роль Гали Акбара в спектакле «Турмуш Мгу» по Гаяз Хаки. Это сложная была для тебя роль? Конечно, да, сложно. В чем сложность? Сложность, во-первых, она связана с религией, с исламом. То есть шутить опасно, что-то сказать очень рискованно. И психологически очень сложно. Здесь сегодня актеры и театры со всей республики. Здесь Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Мензелинск, Отня и многие другие. Уже, кстати, стали известны имена в номинации «Дебют». Ими стали 2 молодые актрисы из театра имени Кариева Казанского ТЮЗа и Менделеевского театра. Помимо номинации «Дебют» еще 11 номинаций. Конечно, ключевые – это главная мужская роль и главная женская роль. О них я сообщу позже в сюжете уже в нашем репортаже в 21:30. Пока остаемся здесь, следим. Даяна, тебе слово. Спасибо, Альбина. Я напоминаю, на прямой связи с нами была Альбина Салгараева. Она находится на вручении премии «Тантана». И на этом наш выпуск завершен. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. На одной арене со своими кумирами. Сегодня в новом ледовом дворце Юдина игроки Акбарса провели товарищеский матч с юными хоккеистами команды «Стрела». А другой татарстанский клуб «Нефтяник» завершил свое выступление в сезоне. В рамках четвертьфинала Кубка Петрова ВХЛ альметьевцы играли против карагандинской «Сараарки». Победитель определился только в 7-м решающем матче. На ледовой арене Дворца спорта «Юбилейные» местные хоккеисты проиграли со счетом 1-3. Таким образом, «Нефтяник» прощается с большим хоккеем до следующего сезона. Все звезды татарстанского ушу на одной площадке. Сборная команда республики готовится покорять Европу. На чемпионате России наши спортсмены завоевали весь пьедестал. С первенства страны татарстанцы привезли 9 медалей, 3 золота, 3 серебра и столько же бронзы. Особый интерес к разновидностям ушу в Татарстане начался после чемпионата мира в 2017 году. Юноши и девушки, увидев успехи наших спортсменов, влюблялись в этот вид и заполняли арены. Результаты не заставили себя долго ждать. Отметим, что на международных соревнованиях московские звезды ушу татарстанцы привезли 16 медалей. Отрадно отметить, что в этом году Республика Татарстан заняла общекомандное 3-е место в чемпионате России. Именно в чемпионате. Это очень отрадно. На первом месте у нас впереди нас Пермь и Москва. 8 тысяч французов увидели борьбу крэш. Делегация нашей республики Российской Федерации борьбы провели показательное выступление на 34-м Всемирном фестивале боевых искусств в Париже. На стадионе Берсиаккор-Арена свое мастерство показали лучшие борцы республики. Среди них Раиль Нургалиев, Фархат Файзулин, Ислам Фаляхов, Муса Галямов, Айнур Сартаев и Азат Нурмухаметов. В программу выступлений были включены элементы татарской культуры, отражающие тысячелетнюю историю крэш, так и современную акробатику, демонстрирующую динамичность национальной борьбы. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Март заканчивается, а солнце по-прежнему не спешит нас радовать теплом и светом. О погоде на 28 марта после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево без осадков и тепло до 6 градусов. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, местами мокрый снег и 4 градуса выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачная погода с прояснениями. Тут плюс 5. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе пасмурно. Дневные температуры 2 градуса, снег, местами дождь.
Пасмурная и сырая погода сохраняется и на юго-западе Татарстана. Тут около 2 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше до 5 тепла, местами дождь. В последующие дни сохранится такая же погода. Автоцентр «Луидор Казань» – официальный дилер ГАЗ в Татарстане по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ. Время покупать новый автомобиль с выгодой до 318 тысяч рублей. Только в автоцентре ГАЗ «Луидор». Телефон 8 800 2002 402. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Спонсор показа ООО «СМУ номер 12». Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81. В Казани ожидается переменная облачность, временами дождь. Дневные температуры +2, +4. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.